Коми готовится к проведению вторых открытых молодежных арктических дельфийских игр. Их планируется провести с 20 по 24 ноября на базе учреждений Сыктывкара и Сыктывдинского района. Такое решение принято на заседании оргкомитета по подготовке и проведению игр, которые провели глава Республики Коми Владимир Уйба и директор Международного дельфийского комитета, член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Владимир Понявин. Как и первый раз, мы видели, какой ответ был на игры и на федеральном уровне, и в республике, и в Северо-Западном федеральном округе. Поэтому точно совершенно понимаю, что не менее высокий отклик будет и на вторые игры дельфийские, арктические. А это значит, как отметил Владимир Уйба, сегодня важно использовать тот опыт первых игр, чтобы тщательно подготовиться ко вторым и провести их на высоком уровне. В свою очередь, Владимир Понявин выразил благодарность главе Коми за решение провести вторые игры в республике и отдельно отметил, что в этом году они будут открытыми. Хорошо, что мы сделали, значит, статус игр открытыми. Вот. В связи с этим на сегодня мы находимся на связи с дружественными странами. Вот. И, как я и говорил, вот, концерт сборной СНГ, он запланирован и будет проходить. Ну и также возможные взаимодействия, которые мы осуществляем с МИДом и с Российской комиссией ЮНЕСКО по привлечению участников и гостей на дельфийские игры к нам. Мы планируем в этот раз пригласить не только гостей, которые выступят на международной конференции из новых субъектов Российской Федерации, но планируем, чтобы каждый субъект, новый субъект Российской Федерации прислал где-то по команду участников по 10 человек. То есть мы такую работу проводим. Игры будут проведены по 10 номинациям, от фортепиано и пения до фотографии и кулинарного искусства. Уже определены учреждения культуры и образования, на площадках которых пройдут состязания. Торжественная церемония открытия и закрытия планируется провести в концертно-спортивном центре «Лузалес-Арена». Местом аккредитации участников, гостей и членов жюри определен республиканский стадион. Совместно с правоохранительными органами прорабатываются вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности площадок проведения игр.